Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья! Очередной выпуск «Аспектов Республики» стартует на канале «Аспекты Башкортостан». Сегодня среда, 23 июля 2025 года. Сейчас в Башкортостане 9 часов утра. И это значит, что да, самое время нам поработать в прямом эфире. Ну а те, кто смотрит в записи, я тоже всегда рад приветствовать. Жду от вас такого же активного участия в эфире, как это делают наши зрители в прямом эфире. Комментарии, которые вы пишете уже после окончания трансляции, мы тоже внимательно читаем, иногда отвечаем. Вот особенно если есть чем дополнить мысли или, может быть, даже вступить в дискуссию, в спор. Тем более, что споров у нас хватает. Не всегда они конструктивны, не всегда они позитивны и полезны, но они есть. Вот и за последние пару дней набралось поводов. Поэтому на сегодня тоже, наверное, так или иначе упомянем. Всем привет, доброго утра, пишет 100 Бавовна. И других наших самых верных зрителей также с нетерпением жду в эфире. Ну а пока все собираются, прочту новости по итогам вторника, 22 июля. Музыкант Оззи Осборн умер в возрасте 76 лет, сообщает Sky News со ссылкой на заявление семьи. 2 недели назад он участвовал в масштабном концерте Black Sabbath в Бирмингеме, который был объявлен прощальным. Оззи Осборн страдал болезнью Паркинсона. Также у него были проблемы со здоровьем, полученные при падении несколько лет назад. Юрия Дудя обвинили в сборе сведений о военной деятельности России. ТАСС со ссылкой на Басманный районный суд пишет об осуществлении целенаправленного сбора сведений в области военной и военно-технической деятельности. До этого Дудь был заочно арестован и объявлен в международный розыск. Ранее в телеграм-канале московских судов сообщалось о деле, связанном с уклонением об исполнении обязанностей иностранного агента. Адвокатов с опытом защиты русских националистов подключили к защите задержанных сотрудников телеграм-канала «База». В деле главреда издания Глеба Трифонова комментарии СМИ дают адвокаты Алексей Михальчик и Матвей Дзен, оба известны участием в резонансных делах. Следственный комитет сообщил, что задержанных подозревают в даче взятки. Утром силовики провели обыски в редакции а также дома у Трифонова, изъяли технику и документы, несколько журналистов увезли на допрос. Позже 2 из 5 задержанных отпустили без предъявления обвинения. К 3-й журналистке допустили адвоката. Как заявляют в редакции, к Глебу Трифонову и еще одной сотруднице телеграм-канала защиту все еще не пускали по состоянию на вчерашний вечер. В Волгограде задержали экс-депутата Михаила Серенко, которого связывали с анонимным телеграм-каналом «Остров Свободы». Как пишет «Медиазона», его обвиняют в вымогательстве у одного из героев постов и в реабилитации нацизма. В Северной Осетии не будут проводиться массовые публичные мероприятия, сообщила местная администрация. В пресс-службе главы и правительства республики объяснили это угрозой диверсии со стороны украинских спецслужб, направленных на жизнь военнослужащих вооруженных сил России и их родственников. Также гражданам не разрешается снимать и публиковать в интернете изображения военных объектов и объектов критически важной инфраструктуры, а также места падения беспилотных летательных аппаратов. Ай-яй-яй. Глава Забайкалья Александр Осипов обвинил украинцев в пожарах, которые уничтожили в этом году более 2,5 миллионов гектаров леса. Во время визита премьер-министра Михаила Мишустина в Читу губернатор сообщил, что в регионе выявили факты осмысленных поджогов. Уже сейчас задержаны несколько человек. В
Хабаровске на детскую краевую библиотеку завели дело за связь с нежелательной организацией. Причиной стало размещение на старой версии ее сайта книги «Особо охраняемые территории Хабаровского края» с эмблемой Всемирного фонда дикой природы WWF. Об этом пишет Moscow Times. Директор библиотеки Раиса Наумова заявила, что считает обвинение абсурдным и будет обжаловать административный протокол в суде. Это были, по-моему, потрясающие новости дня накануне. Они все буквально как будто из «Зазеркалья», из антиутопии Кафки или Оруэлла. Но вообще это наша с вами реальность, и хорошо бы такие новости, чтобы читали, ну, скажем так, максимальное количество людей. Это если возвращаться к теме пропаганды и того, как этой пропаганде подвержены многие наши с вами соотечественники, в том числе близкие люди, родственники, друзья, коллеги, соседи и так далее, и так далее. Ну вот, по-моему, знаете, контрпропаганда должна выглядеть именно вот так. Вот такие новости должны, ну, как-то заставлять задумываться на людей. Ну, что-то, наверное, странно. Когда единичные странные случаи происходят, и им их показываешь, они говорят, ну, блин, нет, это не показатель, это случайность. Ну, вот целый набор за день буквально таких бредовых событий, мне кажется, должны людей заставить задумываться. Азат с нами, Клара Целкина тоже с нами, это замечательно. Ну что же, давайте начнем смотреть на другие новости из Башкортостана. Ну и не только. Начнем с глобального, что касается, в общем-то, каждого из нас. Глава Министерства цифрового развития страны Максут Шадаев объяснил таки на заседании Госдумы, кого же все-таки коснутся штрафы за поиск экстремизма в интернете. И вроде как, ну, хоть какую-то ясность внес в эту историю. Давайте, в общем-то, посмотрим и послушаем, что он там сказал. В этом смысле норма содержит вот в явном виде, значит, наличие умысла, и пользователь должен знать заранее о том, что эти материалы включены в реестр. Только 5500 материалов подпадают под административную ответственность по этой норме. То есть только 5500 материалов, по которым российскими судами вынесено соответствующее решение. Значит, наказываться не будет доступ в социальные сети, даже если они признаны экстремистскими организациями, только к конкретным материалам. Это либо книги, статьи, видеоролики, аудиозаписи, треки и так далее. Это решение позволяет отбалансировать, с одной стороны, не допустить дальнейшего распространения экстремистских материалов, с другой стороны, не принимать решения о блокировке больших западных платформ пока. Таким образом, мы из услышанного можем сделать вывод, что речь идет о поиске только конкретных внесенных в реестр запрещенных, значит, материалов. Это могут быть книги, действительно, это могут быть песни, в конце концов. Это, разумеется, могут быть сайты. Но они должны быть именно внесены в реестр экстремистских материалов. В этом реестре несколько тысяч уже всякого рода объектов. Это много, но, с другой стороны, ну, тех, кто беспокоится и переживает, должно успокоить, как минимум, ну, отчасти должно успокоить, значит, то, что наказывать не собираются за, ну, условно говоря, я не знаю, там, случайное попадание, я не знаю, в чат какой-нибудь экстремистской организации. Хотя здесь другая статья должна уже светить. Это уже участие или сотрудничество с какой-нибудь экстремистской организацией. Ну, в общем, вроде бы ясность какая-то чуть-чуть возникает, но при этом все равно, знаете ли, вопросы остаются. В общем, расплывчатость законов, принимаемых в нашей стране, прежде всего репрессивных законов, это буквально особенность всех такого рода нововведений последних лет, для того, чтобы было максимально непонятно и максимально страшно одновременно всем тем, кто за этим следит. Так, значит,
Доброго утра Алмасу Исаеву, Руслану Гильманову. И вот Азат Барсобой пишет. Видели, Габбасов про аспекты написал. Да, видел. Видел, к сожалению. И, в общем-то, примерно этого я и ожидал. Это каждый раз происходит к великому, к сожалению, и большой моей личной скорби. Ну, в общем-то, я, наверное, даже перестану реагировать как-то на подобные вещи, потому что очень простой принцип я последние дни особенно четко доносил и продолжу. Опять же, наверное, на этом буквально останавливаться, не вникая в подробности. Мне кажется, это контрпродуктивным и неправильным. В условиях войны, в условиях вот всего того ужаса, в котором мы живем, нужно максимально солидаризироваться со всеми, кто исповедует главную принципиальную антивоенную позицию. В остальном можно, если даже у людей есть прямо серьезная вражда, топор войны зарыть, как это было принято у некоторых народов прошлого, для того, чтобы сосредоточиться на главном. И с той мыслью, что противоречия и споры можно будет порешать со временем, когда появится на то какая-то реальная возможность. Вот. В данном случае речь вообще не идет о том, что какие-то принципиальные противники, условные аспекты и Руслан Габбасов политический активист. Нет, конечно. Есть стилистические разногласия, причем они сосредоточены буквально на одном из наших сотрудников, на нашем коллеге Евгении Коноплине, прежде всего. Мне тоже там попутно достается, безусловно. Вот. Но они сосредоточены здесь. И опять-таки я прекрасно знаю, что по большому-то счету овчинкой, то есть проблема не стоит, значит, такого масштаба затраты моральных сил и физических сил, опять-таки, в то время, когда нужно заниматься умами наших соотечественников, для того, чтобы они понимали, наконец-таки, что происходит, для того, чтобы распространяли правильные и истинные сведения между своих близких, для того, чтобы, я не знаю, убеждать их в правоте нашей общей генеральной линии. Вот этим нужно заниматься, и на этом сосредотачиваться, не распыляясь и не тратя силы вот на внутривидовую борьбу. Именно таковой она в данном случае является. Вот как-то так. Ну, поэтому я все-таки, несмотря ни на что, ни на кого не обижаюсь, разумеется, да, обижаться вообще это не наш удел, это не про нас. Вот, я призываю к конструктивному общению. Так скажу, антивоенно настроенные россияне, вне зависимости от их национальной принадлежности, они априори на сегодняшний день не являются так называемыми имперцами, в чем обвиняется со стороны Руслана Габбасова наш Женя Коноплин. Ну нет, конечно. Вот прежде всего поэтому. У них есть, и не только у них, вообще у многих, у меня, наверное, еще остались некие заблуждения, связанные с многолетней историей изучения, простите за тавтологию, истории под определенным углом зрения. И поэтому люди могут где-то не совсем правильно интерпретировать события. Плюс ко всему, люди со всех сторон, тут как бы камень во все огороды могу бросить, излишне эмоциональны, к сожалению. Можно понять эмоциональность, тяжелые времена, живем, как говорится, как придется, и не знаем, что будет не то, что послезавтра, не знаем, что будет завтра. Поэтому эмоционально взвинчены, и иногда допускают люди все, я, наверное, тоже, вот эту вот лишнюю эмоциональность и резкость в суждениях. Это тоже можно понять. Но, опять-таки, выдохнув, я не знаю, переспав, проснувшись утром, всегда можно пересмотреть эти вещи. Можно, в конце концов, извиняться перед друг другом. Можно протягивать руку дружбы или хотя бы руку диалога. Вот что можно и нужно делать. И можете сколько угодно, я не знаю, смеяться или писать, как Руслан написал, что я выгляжу глупо в такой своей миротворческой позиции. Но я искренне считаю в данном случае ее единственно верной.
Ну, прежде всего, потому что я выполняю функцию публицистическую прежде всего, а не политическую. Хотя вполне очевидно, какие именно политические воззрения и предпочтения лично я исповедую. Вот так вот. Азат дискуссию продолжает. Женя вчера говорил, что право нации на самоопределение противоречит неприкасаемости границ. Но это же так. В документах международных организаций и тот, и другой принцип закреплен. И черт его знает, вот какой из них является главенствующим. Если мы говорим, что все, что с 2014 года происходит в Украине, это нарушение международных норм, то мы, значит, вроде бы говорим про неприкасаемость границ. С другой стороны, мы говорим про право народов на самоопределение. Мне по духу эмоционального, разумеется, ближе в нашем случае, в случае с Башкортостаном, принцип права на самоопределение, конечно же. Но вот как-то ответов-то нормальных, сформулированных, окончательных в международной документации нет. И, по-моему, Женя говорил всего лишь об этом. Поэтому какой же здесь может быть империализм? Это всего лишь констатация печальной реальности в международном праве. И эти все камни, точнее мины замедленного действия, к сожалению, были заложены нашими предками еще в недавнем прошлом, победителями во Второй мировой войне, которые решили, что все на этом покончено с войнами, и мы можем писать любые сказки в наших декларациях. Напринимали, знаете ли, с тех пор всяких деклараций, начиная с всеобщей декларации прав человека 1948 года там, и заканчивая всякого рода местечковыми документами. Ну, давайте так, демагогию разводить не будем. Я не понимаю формулировку. Нерушимость границ имеет отношение только к внешним факторам. Ну, если постараться понять, наверное, имеется в виду внешнее воздействие, да, со стороны. Угу. Ну, хорошо, если это так, я не могу сейчас ни подтвердить, ни опровергнуть. По моим данным, исходя из того, что вот как бы я привык знать в последнее время, есть определенные все-таки противоречия в этом. Вот, но это, опять же, не имеет на данный момент никакого значения в сухом остатке, потому что никак применить это в реальности мы сегодня не можем. А когда сможем, и если сможем применить в реальности относительно Башкортостана, то это все уже не будет иметь никакого значения. Равно как и нынешние вот эти бессмысленные, глупые споры и сотрясания воздуха. В то время, когда нужно сосредоточиться на главном вопросе, на главной проблеме. Вот. Тем временем в Башкортостане осужденный заместитель руководителя Минтранса оставил таки должность. Только-только. Удивительно у нас, конечно, в Белом доме Башкортостана дела обстоят. За превышение должностных полномочий осужден у нас заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Руслан Гарипов. В прошлую пятницу, 18 июля, Верховный суд Башкортостана оставил в силе ему приговор, который был вынесен ранее Кировским райсудом. Все это время он продолжал работать заместителем министра. И только теперь ушел в отставку, так скажем. В 2022 году чиновники, включая Гарипова, нарушили закон при организации перелетов правительственной делегации из Уфы в Волгоград, а также в ДНР и Узбекистан. Известная история, о которой мы говорили с вами еще в 2022 году. Ой. Да. Что касается темы вот чиновников, здесь я думаю, что принципиально нового тоже ничего нет. То, что Азат пишет по документам, проверял, ну окей, давайте так, на этом здесь остановимся. А Женя в итоге вчера был адвокатом власти, хотя я повторюсь, что мне не симпатизирует то, что как Габбасов формулирует мысли. Смотрите, адвокатом власти он получился, случайно. Он непримиримый на самом деле противник нынешнего режима. Я думаю, что вы должны это прекрасно понимать. Это очевидно. Но
он здесь возмущался определенным передергиванием фактов, связанных с форумом «Ассалтаж». Вот. Опять-таки, может быть, где-то не так сформулировал, не до конца точно, но по большому-то счету это лишь стилистические мелкие различия. У кого-то получается, знаете ли, формулировать четче и вашим, и нашим. Ну, это вот я, наверное, на этом специализируюсь. У кого-то не получается. Ну, это значит, что ли, все, голову пеплом посыпем, давайте друг другу, значит, клеймами всякими, значит, навешаем, и все, разойдемся, разругаемся. Ну, боже мой. Я понимаю эмоции, еще раз, но нужно в такой ситуации выйти, тому же Руслану Габасову, и написать: по-моему, вот здесь вот вы ошиблись, дорогие друзья, вы были неправы, и давайте я поясню, в чем именно. Вот это нужно делать, наверное. Правильно было бы, чтобы люди задумывались, дискутировали грамотно. Вот и все. Дальше. Тем временем у нас Константин Борисович Толкачев является одним из главных ньюсмейкеров в Башкортостане. Я напомню, это председатель Госсобрания Курултая. И он рассказал о бестактности сотрудников госучреждений в отношении родственников погибших наемников ЧВК «Вагнер». Вон оно что. Мы вас туда не посылали, видимо, стало звучать направо и налево в отношении так называемых героев и их семей. По словам Толкачева, один из самых болезненных вопросов для матерей наших погибших вагнеровцев – это не всегда корректное отношение к ним общества. Независимо от прошлого этих военнослужащих, были ли они добровольцами или получили возможность искупить вину службой, все они отдали жизнь за Родину. Это налагает на нас, как на государство и общество, обязанность проявлять к их семьям особое уважение и внимание. Как выяснилось, бестактность проявляют даже сотрудники государственных учреждений, что совершенно недопустимо. По каждому подтвержденному факту будут приниматься жесткие меры, написал Толкачев, если верить пресс-службе Башкортостанского парламента. Он добавил, что по результатам проверки уже принято решение об увольнении сотрудницы Белорецкого военкомата, в отношении которой поступило много жалоб. Тем временем Башкортостан остается и продолжает быть лидером в Российской Федерации по количеству погибших участников так называемой специальной военной операции. Каждый день около 2 десятков некрологов публикуется в «Аспектах». Ну вот, например, только за минувшую неделю 75 погибших у нас, фамилий, имен погибших было опубликовано в телеграм-канале, ну и, соответственно, в инстаграм-аккаунте, запрещенном и заблокированном в России. Таким образом, сильно выше, чем 10 в день некрологов мы публикуем. Количество даже не стабилизируется, я уже не говорю про сокращение, оно только растет. Да, общество это приняло, общество готово это легко переварить, просто потому, что возник негласный общественный договор. Вы добровольно подписываете контракты, вы готовы погибнуть в любой момент, но при этом никаких вопросов ни вы, ни ваши родственники не задают. Люди, опять-таки, вроде как даже не ставя под этим договором формальные подписи, по большому счету согласились. И мы должны это признать. Согласились благодаря заваливанию людей деньгами. Прежде всего деньгами. То есть люди купились буквально на финансовые потоки. А Азат нам цитирует цитату из Устава ООН. И эта цитата, на самом деле, значит, еще больше запутывает нас. Самоопределение не должно нарушать территориальную целостность суверенного государства, если оно обеспечивает права меньшинств и демократию. Ага, то есть, если государство не обеспечивает права меньшинств и демократию, то можно нарушать его целостность. Окей. Ну, а кто будет доказывать, что это все нарушается? И де юре, скажем так, это будет признаваться. Есть ли соответствующие структуры, готовы ли они этим заняться? Предположим, там, международный суд какой-нибудь в Гааге. Но вообще это любопытно, да. Клара пишет: мой бывший зять ушел в Вагнер из тюрьмы. Таким придурком был. Дней 10 повоевал и в мешке приехал. Хоронили с почестями. Я в шоке была. Ну да, как же тут не быть в шоке? Все понятно.
Вот. А вагнеровцев не признали военнослужащими. Пока это так, все эти заявления и увольнения – пыль. Чиновники руководствуются законами, а не приличиями. В этом смысле, да, встанем на защиту чиновников. Ну что ж. Да, тема, конечно же, обширная. Вот «Ведомости» пишут пример Евросоюза, что он как раз и создан, чтобы нациям не нужно было самоопределение, чтобы жители Эльзаса и Лотарингии, чтобы им было все равно, где они живут, во Франции или Германии. Этих вот болевых точек, исторически сложившихся действительно на карте мира и даже Евросоюза огромное количество, но вот благодаря наличию Евросоюза вроде бы удается это все удерживать в определенной узде. Но надолго ли это все хватит и насколько это будет функционировать бесконечно долго, это пока вопрос. Но вроде бы наблюдаешь за какими-то перипетиями, кризисными проявлениями в той же европейской политике, и видишь, что несмотря на вот забюрократизированность, за неповоротливость, несмотря на неповоротливость определенную, с течением времени все равно как-то вопросы пытаются решать и решают. Вот, если говорить в целом. Значит, дальше. Администрация города Уфы ответила журналистам отказом в ремонте трассы Уфа-аэропорт. В общем-то, прям-таки лакмусовая бумажка, притча во языцах состояния дел и в дорожной отрасли Башкортостана, и в целом в народном хозяйстве республики. Из года в год об этом объекте инфраструктуры так или иначе мы говорим. Ну, по меньшей мере взять последние 10 лет. Ровно 10 лет назад, в июле 15-го, состоялись саммиты ШОС и БРИКС в Уфе. Помните, накануне этих саммитов асфальт на трассе Уфа-аэропорт наматывался на покрышки большегрузов. И это было отдельным скандалом. И так каждый год. То что-нибудь наматывается, то колея, то ДТП, то перекрытие. И вот это, в общем-то, бесконечный процесс, который говорит о чем? О том, что по-человечески сделать ничего не могут. На этот раз там возникла вновь колея по центральной полосе. Если вот верить, да, пруфам, и вы фотографию эту видели, мэрия на просьбу отремонтировать пишет, что на июль 2025 года все имеющиеся лимиты финансирования распределены. Свободные средства на проведение работ по ремонту отсутствуют. Но при наличии, если у нас выпадет случай, появится шанс, то мы обязательно все сделаем, отвечают в мэрии на запрос журналистов. Почему в бюджете миллионного города, столицы региона, не нашлось средств на поддержание в нормальном состоянии стратегически важной дороги, лица города для тысяч приезжающих? Задаются риторическим вопросом пруфы. Ведь именно по этой трассе следуют гости, в том числе инвесторы и туристы, формируя первые впечатления об Уфе и всей республике. Это именно так. А вообще, я бы задался вопросом, почему из года в год на одной и той же дороге возникает такая серьезная колея. Вот в чем вопрос. Дальше. Следующий вопрос, опять же, наболевший для столицы нашей республики, это ливневки. Власти башкирской столицы отвели 17-летний дедлайн на создание новой ливневки. Об этом гласит документ мэрии, который изучили журналисты медиакор-сети. Сейчас проект строительства дренажно-дорожной канализации находится на стадии проектирования. Подрядчик администрации занят разработкой схемы объекта. Профильный отдел мэрии готовится к соответствующим закупкам. Ну и все достроить должны к 2042 году.
После сильных дождей даже в центре башкирской столицы надолго образуются непреодолимые для прохожих лужи. Особенно сильно среди прочих недостаток коммуникации испытывает Сипайлово. Титулом Уфимской Венеции эта часть города обладает не первое десятилетие из-за сильных наводнений на дорогах после ливней, напоминают нам в медиакор сети. И это действительно так. Каждый из нас, я думаю, что хотя бы раз в жизни убеждался в том, насколько убого вся эта инфраструктура существует в Уфе, там, где еще ее остатки какие-то имеются. Местами, знаете ли, в центре элементы ливневки остались, но они тоже никак не справляются с теми проблемами, что у нас есть. Вот. Вот чиновник из Башкортостана, бывший глава администрации Бирского района, плюнул на все и уехал в Москву, чтобы учить людей техникам НЛП, нейролингвистического программирования. Видать, человек осознал всю бессмысленность и нелепость чиновничьей работы в настоящее время. Об этом пишут пруфы. Человек по имени Антон Талалов ушел, значит, с должности буквально в апреле 2025 года и отправился работать коучем в центр Сколково. Он говорит: как мог, созидал, старался вместе с вами сделать город и район лучше, чище и достойнее. Конечно, не без ошибок. А как без них? Не исключаю, что кого-то мог ненароком задеть, обидеть, не оправдать чьи-то ожидания. И это вполне могло быть. Я не идеальный, как и все. За что прошу меня простить. И сейчас наступило время двигаться дальше, и я двигаюсь, продолжая идти по своему пути под названием «Жизнь». Он прям, знаете ли, романтик. Еще и немножечко скосплеил, да, спародировал Бориса Николаевича Ельцина, попросив за ошибки перед уходом в отставку у своих подопечных, у своих избирателей прощения. Ну что ж, молодец. Очень любопытно. Многим, наверное, стоило бы поступить именно таким же образом. Да, тут вот удивительно то, что в Сколково обучают НЛП, вот тебе и научный центр. Вопрос. Ну, знаете ли, тут ребята могли в пруфах что-нибудь напутать очень легко. Я, в общем-то, не проверял, что именно он там делает. Но про Сколково действительно он сам писал. А вот про НЛП тут давайте оставим за скобками этот момент, или со знаком вопроса оставим, может быть. Хотя какая разница, на самом деле, чему именно он там будет обучать? Вот. Ну да, хотя, слушайте, ну вот тут скриншот. Executive Coach Сколково, запятая, мастер практик НЛП. Мастер эннеограммы. О, боже мой. Ну, знаете, это может быть отдельные вещи. Может быть, в Сколково все-таки он НЛП не учит, а просто это он сообщает у себя в резюме, у себя на странице, что он может и вот так может, и вот эдак может, знаете ли. Может копать, может не копать, как говорится. Вот. Бывший вертухай, пишет адвокат Павел Васильев. Вон так вот, да? Есть же люди, у которых энергии хоть отбавляй, вот не сидится им на месте. Ну, знаете ли, вреда, скажем так, наверное, меньше обществу человек может принести, если будет заниматься каким-нибудь бессмысленным обучением в Сколково. Ну а республика, помимо того, что у нас находится в лидерах по количеству погибших в зоне СВО, вышла в лидеры по числу заявлений в техникумы и колледжи. Статистика, которая, опять-таки, не должна вводить никого в заблуждение, это обычная зависимость от общей численности населения. Но об этом пишут в издании УФА РБК. О том, что у нас больше всего заявлений в колледже и техникумы, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов. В лидерах также ожидаемо Москва, Петербург, Краснодарский край, Пермский край, Тюменская, Московская и Новосибирская области. Прием документов в техникумы и колледжи до 15 августа идет. К 21 июля подано более 1 700 000 заявлений. Это на 800 000 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Спрашивается, а что случилось за год?
По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, обучение рабочим профессиям привлекает все больше абитуриентов. Третий год прием в российские колледжи составляет 1 200 000 человек. 6 лет назад показатель составлял всего 990 000. Каждый новый студент средних профессиональных заведений – это будущий профессионал, который будет укреплять ключевые отрасли нашей страны, говорит чиновник. Но опять-таки мы понимаем все, для чего делается. Хотя в некотором смысле, конечно же, если бы, например, не было никакой войны, я бы всеми руками и ногами поддерживал бы эту тенденцию. Действительно, всеобщее высшее образование излишне и бессмысленно. Более того, приводит к затяжным личностным кризисам в жизни людей, которые понимают, что оказались не удел, не востребованными, несмотря на то, что у них диплом, а то и 2 о высшем образовании. Действительно, люди должны заниматься разными профессиями и быть профессионалами в своих областях. Для этого вовсе не обязательно иметь корочку диплома. В моей юности, в конце 90-х, начале нулевых, к сожалению, этот стереотип завладел умами многих, и все считали необходимым кровь из носу получить диплом о высшем образовании. Любой причем, да. Интересно, неинтересно, хочешь, не хочешь, надо учиться. Ну, в общем-то, я этим путем прошел. Вот. И до сих пор, в общем-то, ищу себя, можно сказать, да. При том, что уровень образования в России упал с 17 до 38 места с 2020 года, по данным ООН, пишет Азат. Любопытная статистика. Имя, фамилия. Руслан, здравствуйте. Совсем недавно стал зрителем вашего канала. Не подозревал, что у нашей республики есть профильные альтернативные медиа и вообще политическая деятельность со своими акторами. Удивительно. В каком мире вы жили, дорогой зритель? Я без сарказма. На самом деле в Башкортостане политические акторы всегда были и есть. И слушайте, их было по меньшей мере не меньше, чем в Татарстане. Я бы сказал, что политическая жизнь была даже более активной, взять если период за последних 6-7 лет. По крайней мере, пока я был шеф-редактором «Эхо Москвы» в Уфе, для меня это было очевидным. В Башкортостане, в конце концов, были массовые акции протеста даже после начала войны. Вот. И вопрос, от вас. Знаете ли коллег из бывшего «Эхо», которые также освещают события в Татарстане? Потому что складывается ощущение, что только у нас в республике такая активная жизнь. Ощущение обманчивое, надо сказать. Действительно, оно обманчивое. Вот «Эхо Москвы», когда оно существовало в Казани, давайте вещи называть своими именами, редакция была бездарной. Она работала, скажем так, в режиме одного из пропагандистских звеньев Татар-Информа, под руководством Миннеханова и так далее, и так далее. Поэтому в Татарстане есть очень свои интересные, на мой взгляд, проявления. Мы о них здесь постоянно говорим. Вот татарстанские политики не стесняются вступать в спор с федеральными по некоторым вопросам национальной идентичности, изучения языков, например, Но это единственное, что можно упомянуть из того, что там происходит. А народ в массе своей очень покорен и никаких вопросов, насколько я понимаю, не задает. На выборах последних лет, когда в Башкортостане целый ряд был случаев, когда активисты, журналисты, наблюдатели обнаруживали какие-то вбросы, это все создавало шумиху, какие-то, последствия у этого всего были. В Татарстане все было на эту тему тихо. Не было ничего подобного. Может быть, потому что все-таки там режим внутренний, республиканский, гораздо более опытный, что ли, и устоявшийся. И поэтому внутри республики политическое поле было выжжено гораздо более тщательно и гораздо более раньше, чем у нас. У нас, знаете ли, в Башкортостане в связи с перетрубациями, сменами управленческих элит, с приходом каждой новой управленческой элиты в моменте возникали иллюзии демократизации. И даже демократизация реальная немножечко, возникала. Опять же, новые команды, новые руководители пытались таким образом
завладеть умами и симпатиями, в том числе либеральной общественности. И благодаря этому, в том числе, у нас там, вспомнить 18-19 год, прям-таки очень бурная политическая жизнь. Ну, давайте так. Айрат Дильмухаметов был на свободе и в интервью публично говорил о том, какие преступления есть у режима и почему он хочет стать не главой Республики Башкортостан, а президентом Республики Башкортостан. В общем, опять-таки, я не знаю ни одного политика, который бы в Татарстане в 18-19 году, живя физически в Татарстане, публично говорил такие вещи. Это просто объективная реальность, которая сложилась у меня в сознании. Никого не хочу ни обидеть, ни на что спровоцировать. Вот. Но журналисты, если все-таки отвечать на ваш вопрос, конечно же, есть. Но, по-моему, внутри страны и республики никого не осталось. Знаете ли, у меня достаточное количество знакомых из татаро-башкирской диаспоры здесь, в Германии, в Берлине в частности, и подавляющее большинство из них как раз уроженцы и выходцы из Татарстана. Не только Казани, но именно из Татарстана. И есть в том числе занимающиеся публицистикой, журналистикой. В плане, например, сохранения языков. Вот. Поэтому, знаете, найдите меня в запрещенном Инстаграме, напишите, я вам отвечу лично, дам рекомендации, давайте так. Вот. Значит, про колледжи сказали. Дальше. Чем хвастается за минувшие сутки наша пропаганда? Пропаганда хвастается тем, что в самых фонящих, ну, в кавычках, разумеется, используется данное слово, в самых фонящих районах Башкирии в сфере недропользования, внимание, чтобы все запомнили, навели порядок. Все. Порядок во всех районах Башкортостана, где есть недропользование, никаких проблем не осталось. Это официальное заявление нашего главного пропагандистского рупора Башинформа. Благодаря совместной работе удалось навести порядок в наиболее фонящих районах. Об этом в ЦУРе на заседании Межведомственной комиссии по вопросам деятельности недропользователей заявил сам глава Республики Хабиров. То есть тут даже не Башинформ надо обвинять или ловить на слове, а аж Хабирова. Как подчеркнул Хабиров, добыча минерально-сырьевых ресурсов является сегодня важным направлением экономики. В республике действуют 642 федеральные лицензии. По разнообразию видов общераспространенных полезных ископаемых республика – лидер в Приволжском округе. Большое количество действующих лицензий требует повышенного контроля. Поэтому еще в 2021 году была создана Межведомственная комиссия по вопросам деятельности недропользователей, напомнил он. Хабиров поблагодарил за эффективную совместную работу Федеральное агентство по недропользованию, прокуратуру, МВД, Росприроднадзор и Россельхознадзор. Важным результатом такого взаимодействия стала договоренность о введении моратория на выдачу лицензий для геологического изучения в районах Зауралья, в том числе на добычу рассыпного золота. Мораторий действует до конца 2028 года. При этом нам не хочется идти только по пути ограничений и запретов. Недра надо разрабатывать, но мы обязаны обеспечивать баланс между экономической целесообразностью и экологией, признал Хабиров. А руководитель Роснедр Олег Казанов высоко оценил роль Республиканской межведомственной комиссии. И, по его мнению, таких комиссий в стране немного, и их работа очень важна. Руководитель Роснедр указал на необходимость активного участия Башкирии в процедуре выдачи лицензий. Надо же, с барского плеча, посмотрите, федеральный чиновник говорит: республика, вы тоже можете принять участие в выдаче лицензий. Что же вы нам-то все отдали на откуп? Получается, в последнее время лицензии выдавали в Москве, вообще никак не ориентируясь на мнение жителей и даже властей Башкортостана. Представляете, до чего мы дожили в этом пути, скажем так, ликвидации суверенитета и его основ, которые были завоеваны в 90-е годы.
Так, на брифинге глава Республики Хабиров подчеркнул, что золотодобыча по-прежнему остается одним из тех вопросов, которые беспокоят жителей республики. Ну а медная добыча, значит, не беспокоит, получается, по его словам. Получается, они никак тут не упоминают напряженности вокруг Кыргызстана вообще. Удивительным образом лицемерно умеют они себя вести. В общем, ничего нового в этом нет. Так, остался и работает сильный костяк «Эхо» в Самаре. Да, конечно, конечно, в Самаре была хорошая студия. Из поволжских регионов нормальные редакции, такие, знаете, по образцу Москвы, были созданы только в Оренбурге Курниковым, в Уфе Курниковым, соответственно, в Самаре Курниковым тоже это созданная редакция. Ну и все. Ну, в Екатеринбурге относительно была хорошая, но она была полностью самостийная, с индивидуальной лицензией буквально на радиовещание. И в Москве, можно сказать, не подчинялась. В Челябинске и в Перми редакции были такие, знаете ли, провластные, если уж упрощать. Вот. Интересно было бы послушать Фариду Курбангалееву, пишет Клара Целкина. Фарида плохо себя чувствует, пишут «Ведомости». Да, мы, кстати, с ней на связи. Общались буквально на днях в переписке. Так, Рафиса Кашапова рекомендуете позвать. Ой-ой-ой, знаете... Можно, наверное, можно. Мы, правда, совершенно не знакомы, но это вопрос вполне себе решаемый. Вот. Но у меня осталась еще одна публикация из разряда пропаганды. Мы с вами накануне говорили, что участники программы «Герои Башкортостана» начали свою активную учебу в парке «Патриот» в Чешминском районе. И, конечно же, к ним не мог не приехать Ради Хабиров, чтобы с ними встретиться. И Хабиров там отметил, что основная цель программы – это поддержка участников СВО в адаптации к мирной жизни. Подготовка команды специалистов и управленцев, способных с опорой на глубокие знания, патриотизм и ответственность развивать экономику и социальную сферу городов и районов республик. В общем, ждем управленцев во главе городов и районов республик, а также самой республики. Посмотрим, что из этого выйдет, если реально кто-то доберется до соответствующих позиций и ролей. Ну а я на этом буду с вами прощаться, завершать. Прошу прощения, по-моему, довольно шумно сегодня получилось, к большому сожалению. Окно открылось в последний момент, и закрыть его не получилось. Но это небольшие житейские трудности, с которыми, в общем-то, я думаю, можно мириться. Главное, что все остальное работало и работает. Всем большое спасибо, друзья. Зур Рахмат Хазге. Ставьте лайки, пишите комментарии. Даже там, где не все однозначно, не совсем согласны. Такое бывает. Только давайте держать себя в руках, несмотря на то, что очень сложное время в эмоциональном плане. Я прекрасно понимаю. Увидимся с вами в эфире завтра. Хорошего всем дня и пока.